Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». С вами Елена Амосова. В рубрике «Свое дело» директор самого известного в республике фитнес-клуба «Фитнес Лайф» Виктор Салтыков. С 2008 года мы начали готовить этот проект по открытию данного клуба. Подготовка заняла порядка 3 лет. И в 2011 году клуб был запущен. Естественно, да, все начиналось с бизнес-плана, выбора помещения для клуба, соответственно, подбор оборудования. Хотелось выбрать оборудование достойное, чтобы работало долго и было качественное. То есть это оборудование, мы сюда то, что в зал взяли, это оборудование компании Life Fitness. Отличное оборудование, оно себя зарекомендовало во всем мире, как оборудование премиум-класса. После этого у нас пришло понимание того, что мы хотим сделать, как это будет выглядеть, чтобы это было необычно, было интересно, чтобы все-таки клиент, который приходил в наш клуб, он получал удовольствие не только от занятий, но и от самого пребывания в клубе. То есть это один из главных моментов все-таки. Клуб должен работать во всех направлениях, включая какие-то там, соответственно, не только спортивное направление, да, ну и элементарные вещи, когда клиент приходит, он радуется и видит приятный персонал, который хорошо обслуживает. Самое главное требование к нашим тренерам, инструкторам – это, соответственно, наличие диплома. То есть все наши ребята пошли обучение, да, в разных колледжах, имеют на руках дипломы, команда хорошая, все любят свою работу. Клиенты рады. Я как руководитель стараюсь каждые полгода вводить какое-то новое групповое занятие. То есть вот буквально недавно у нас в июне месяце проходил семинар. Мы привозили сюда сертифицированного мастер-тренера по TRX, который провел специализированные курсы для наших инструкторов. Наши инструктора, соответственно, получили сертификаты TRX инструкторов. Мы ввели это новое направление, очень интересное, клиентам очень нравится. Буквально 6 числа, 6 октября я еду в Москву на большую фитнес-конвенцию всероссийскую. То есть она раз в год проходит. Надеюсь, что я привезу оттуда что-то интересное, что-то новое, и мы это реализуем у нас в клубе. У женщин там предпочтения какие-то там аэробные направления. Мужчин там, допустим, в групповых занятиях предпочитают у нас бокс. У нас тренер Леонов Александр, у него там есть сформировавшаяся группа, которые постоянно к нему ходят. Плюс интересное направление сайкл. Оно популярно и среди мужчин, и среди женщин. Пользуется большой популярностью, очень много людей ходит. Сезон сейчас к тому же только начинается, да, и приток клиентов увеличится. И думаю, те направления, которые мы сейчас вот именно начали продвигать, они будут пользоваться еще больше популярностью. Наш клуб не стоит на месте, мы будем открывать новые направления. Приглашаем всех желающих в наш клуб. Приобщайтесь к здоровому образу жизни, мы будем рады видеть вас. 27 сентября в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялось торжественное собрание общественности, посвященное Дню государственности Якутии и официальному вступлению в должность главы республики Егора Борисова. Церемония инаугурации началась с соглашения председателем Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия результатов выборов главы Якутии. Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия от 17 сентября 2014 года выборы главы Республики Саха-Якутия признаны состоявшимися и действительными. Всего приняли участие в голосовании 317 165 избирателей Якутии. Из них за Егора Борисова проголосовали 186 471 человек. Уважаемый Егор Афанасьевич, поздравляю вас с избранием на высшую должность Республики главой Республики Саха-Якутия. А я хочу сказать, что произошло большое событие, произошли выборы. Конкуренты были достойные, но победил Борисов Егор Афанасьевич, и мы, чульманцы, этому рады, потому что начато много программ, и хотелось бы их завершить, довести до логического конца с нашим главой. Связываем большие надежды, верим в Егора Афанасьевича, уважаем и поздравляем с сегодняшним событием, со вступлением в должность. Желаем
дальнейших успехов. Мы всегда во всем будем поддерживать. Удачи! Я считаю, что в наше время самое главное – это мир, спокойствие и стабильность. Вот. Я связываю с Егором Афанасьевичем Борисовым, доверенным лицом которого я работала на предыдущих выборах, надежды, что именно вот мир и стабильность будут в нашей республике. Поэтому этот день особенный и замечательный. В зал были внесены Конституция Республики и церемониальный знак главы Якутии. Вновь избранный глава при вступлении в должность принес следующую присягу на 2 языках. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституции и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина. Почетная обязанность приведения к присяге главы Якутии предоставляется председателю Конституционного суда Республики Саха-Якутия. В нынешнем году процедуру исполнил Александр Ким Кимен. Он же и надел на главу церемониальный нагрудный знак – фигурное украшение с изображением государственного герба республики. Церемониальный знак является отличительным знаком главы Республики Саха-Якутия во время проведения торжественных мероприятий, официальных церемоний и приемов. Заключительным аккордом стало облачение вступившего в должность главы в якутский национальный костюм. Эта традиция пришла к нам из глубины веков, как торжественный обряд посвящения верховного главы земли Аланхо, облеченного высочайшим доверием народа, призванного защищать каждую семью, ответственного за обустройство мирной жизни на всей земле Саха. Также в этот замечательный день Егора Борисова сердечно поздравили Михаил Николаев и Вячеслав Штыров, продемонстрировав тем самым преемственность поколений, традиций и правильность избранного курса социально-экономического развития региона. Позвольте пожелать, уважаемый Егор Афанасьевич, быстрых и решительных действий, взвешенных и мудрых решений, храбрости и мужества во имя сохранения и развития нашей государственности во благо всех граждан нашей республики. Егор Афанасьевич, конечно, впереди трудные годы, но ведь никогда не бывало легких лет. Дело в том, что мы не выбираем время, в котором мы живем. Время от нас требует принимать ответственное решение. Я совершенно уверен, что у вас это получится. И я хотел бы пожелать на этом пути вам твердости, уверенности в себе, здоровья и, конечно, удачи. Спасибо. Мы соединены, как пальцы при рукопожатии. Во имя мира мы живем, во имя счастья всех живущих. Первый указ вступившего в должность президента Якутии Егора Борисова будет направлен на создание в республике структуры открытого правительства. По словам Егора Борисова, открытое правительство создается в целях дальнейшего развития общественного государственного взаимодействия и для привлечения социальных институтов к формированию социально-экономической политики. Также Егор Борисов заявил о том, что 2015 год будет объявлен в Якутии годом предпринимательства. В Якутии действует уже не один десяток частных охранных предприятий. Возникает резонный вопрос, чем же они отличаются от неведомственной охраны, действующей на территории нашей республики уже более 60 лет. Вневедомственная охрана – это высокомобильная, оснащенная современными техническими средствами и работающая на стабильно высокий результат единственное подразделение полиции, оказывающее на договорной основе все виды охранных услуг. Накопленный более чем за 60 лет успешной деятельности опыт позволяет обеспечивать высокий уровень имущественной безопасности граждан, предприятий, организаций любых форм собственности. Вневедомственная охрана защищает особо важные объекты города. Круглосуточные экипажи вневедомственной охраны заступают на боевое дежурство. Автомобили курсируют по всему городу и населенным пунктам республики. Мы ничем не отличаемся от других служб МВД. Только у нас функции другие. Мы занимаемся охранной деятельностью. Плюс на маршрутах патрулируем, мы раскрываем преступления уличные. Я думаю, что охрана только стоит и веревку дергает у входа или пропуск подает. Нет, охрана занимается
как раз вот этим раскрытием преступлений, профилактикой правонарушений. В среднем ежемесячно вневедомственной охраной выявляется 15 преступлений и пресекается свыше 1000 административных правонарушений. Основной задачей службы на протяжении 60-летий было и остается охрана законности и имущественных интересов граждан и юридических лиц в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о полиции. Защищая эти интересы, вневедомственная охрана выполняет свои функции, сочетание которых обеспечивает высокий уровень надежности оказываемых услуг и оперативности реагирования на тревожный сигнал о помощи в случае возникновения криминальных ситуаций. Если частная охранная структура, они человека поставили как сторожа, он там и стоит. Ни оружия, ни спецсредств, никаких прав. А у нас все. Мы можем и протокола составить, значит, дежурную часть. На все им можно использовать спецсредства, оружие. Понимаете, у нас в этом отношении намного прав больше. Преимущество тут налицо. Сейчас мы в основном перешли на современную аппаратуру, радиоохрана. GSM, это сотовая связь, да? И, значит, радиоохрана струна, это радиосвязь, значит, между квартирой, скажем, и пультом. Тысячи владельцев жилья по всей республике выбрали вневедомственную охрану для защиты своих квартир и загородных домов. Вневедомственная охрана гарантирует возмещение ущерба, произошедшего по ее вине. Наилучшей профилактикой, по мнению стражей порядка, являются оборудованные охранной сигнализацией с выводом ее на пульт централизованного наблюдения дома, квартиры и гаражи. Достаточно убедительным для жильцов является такой факт. Ущерб от одной квартирной кражи составляет в среднем 70-80 тысяч рублей. Данная сумма с лихвой могла бы покрыть расходы на защиту вневедомственной охраны, которая на сегодняшний день считается самым действенным средством от квартирных краж. А это всего-навсего от 400 рублей в месяц. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы будем рады обеспечить сохранность вашего имущества, квартир, дач, гаражей. Обращайтесь в наше подразделение в райцентрах и в городе Якутске. Молодая гвардия Единой России – это общественная молодежная организация. Практически во всех уголках нашей страны действуют региональные и местные отделения молодой гвардии. Они объединяют молодых людей разных национальностей и социального положения, различного вероисповедания. Умный город узнал, как и каким образом осуществляет свою деятельность Якутское региональное отделение молодой гвардии. С самого начала своего существования «Молодая гвардия» активно влилась в общественно-политическую жизнь нашей республики. Проделана большая работа по вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь города и страны. Без участия «Молодой гвардии» не обходится ни одно крупное мероприятие, будь то социальная акция или политический митинг. «Молодая гвардия» в Якутии была создана в 2009 году, была создана. И с этого момента мы работаем. Мы занимаемся проектами федеральными. Но основная идея – это защита молодежи, защита молодых граждан и участие в политической жизни молодых людей. В этом году у нас активно работа проведена в «Молодой гвардии». В касаемо выборов «Молодая гвардия» возглавляла штаб Егора Афанасьевича Борисова. Также мы активно ведем такие мероприятия, молодежные мероприятия, которые досуговые мероприятия, которые касаются молодежи. 27 апреля мы проводим шествие молодежи в День Республики. Такие вот значимые мероприятия памяти, концерт памяти Виктора Цоя. Вот, среди спортсменов мы проводим мероприятия. На сегодняшний день «Молодая гвардия» осуществляет федеральные программы, то есть нам с федерального центра дают определенные задачи, ставят, которые мы выполняем. Плюс еще к тому же у нас свои республиканские мероприятия, которые дают нам возможность объединить ребят вокруг «Молодой гвардии». Сейчас «Молодая гвардия» у нас представлена в 8 районах республики. В нашем Нерюнгрийском местном отделении состоит около 40 человек молодых людей. То есть это люди, которые активные, творческие, они реализуют свои проекты, дают какие-то цели, предложения. За время нашей работы уже осуществлено много проектов, идей, как и общественных, социальных, так и предложения политические, то есть какие-то поправки в местное законодательство на уровне района, города. Она является для меня платформой для личностного роста, для развития своих качеств. Также это прекрасная возможность реализации своей гражданской инициативы для молодежи. Посредством «Молодой гвардии» можно внести законопроекты в госсобрание субъектов Российской Федерации. Мы хотим, чтобы молодые граждане были ответственными, они принимали в политические процессы, ходили на выборы, участвовали в депутатах муниципального поселения, становились главами.
А то у нас какая-то такая идет тенденция, там молодые люди не должны заниматься политикой. Нет, люди, которые хотят заниматься политикой, они должны через молодую гвардию приобретать опыт, политический багаж. Мы хотим, чтобы молодая гвардия стала самой открытой общественной организацией. И вторая стратегия – это защита молодежи. То есть, может быть, нет организаций, которые защищают молодых людей. У нас есть профсоюз, есть общественные организации. К нам могут обратиться любой человек, и через наши контакты в партии «Единая Россия», контакты в руководстве республики мы будем решать моменты. В молодой гвардии состоят те, кто считает себя ответственным за судьбу своего города, своего района, за настоящее и будущее нашей Родины. Ведь только совместными усилиями мы можем изменить жизнь нашего общества к лучшему. Будущее России – это молодые, энергичные, сильные молодые люди. Нам продолжать историю. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. На этом мы прощаемся с вами. Вы смотрели первый онлайн-журнал Якутии «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.